В Казани фильм снимался полностью, скажем так, специалистами из Казани. Единственное, что мы не смогли обойтись без вашего земляка Марата Башарова, пригласили его, он с удовольствием приехал. Очень часто задают вопросы вообще, где проходили локации, где съемки проходили. Съемки проходили под Казанью, это Атнинский район. Очень много хочется рассказать. У нас немножко сжатый формат, очень мало времени нам дают, потому что между фильмами небольшое расстояние. Но тем не менее, пару слов скажу. Туфан Миннулин, вот эта пьеса, она как-то очень всем помогает, в том числе в 2008 году пьеса была поставлена в Атнинском народном театре. Тогда он еще был народный. И после того, как эта пьеса прошла в театре, Туфан Миннулин, значит, собрал всех глав близлежащих районов, с ним договорился, что все главы будут приводить людей в этот театр. И в Атнинском театре, в самой Атне, где население всего 3000 человек, открылся государственный театр. И вот благодаря этой пьесе «Мула» настолько она пришлась по душе. То, что касается съемок самого фильма, то на самом деле чудеса, конечно, начались, когда мы начали снимать этот фильм. Вот там столько совпадений с реальной жизнью. Ну, допустим, очень важная для нас сцена, когда провожают дедушку из деревни, в последний путь провожают. Мы планировали дождь, чтобы шел дождь, подождем эту сцену. И так получилось, что мы заказали пожарные машины. Пожарные машины уже стояли как бы наготове. Но решили один дубль сделать без дождя, потому что как только мы при дожде снимаем, то все становятся мокрые, там надо какое-то время, чтобы следующий дубль сделать. Это достаточно сложная история. И вот как только мы начали снимать, как только Мула поднял голову к небу, в этот момент пошел дождь. Вот локация дом Муллы, где мы снимали, Асфандияр, сейчас тоже посмотрите. Нам этот дом дал хозяин. Хозяин так получилось, что он, в общем-то, без вины попал в тюрьму. Вот тоже повторение сюжета. Он без вины попал в тюрьму, и то, что ему помогло выжить, он пришел к вере. И после 10 лет тюрьмы он вернулся к себе домой, он рассказывал нам. Там все это бурьяном поросло выше его ростом. Он ходил, косил это сено, кое-как привел дом в порядок. И вот мы там снимали, там очень много пересечений. Сцена с Кораном, когда девушка Коран читает, нам хозяева дома тоже рассказывали, что по соседству была очень неблагополучная семья. И девушка, дочь, она приходила, чтобы как-то найти в себе силы, приходила к соседям в гости, и вот именно за этим столиком читала Коран. Очень много совпадений, даже вот какие-то мои личные совпадения. С нами бабушка уже супруги жила, ей было уже 90 лет, и когда я вот писал последний трек, как раз это тоже проводы Бадриддина, Габдрахман, извините. Когда я написал последний трек, вот, когда звучала музыка, я когда понял, что я уже больше менять ее не буду, зашла в комнату, в студию домашнюю зашла супруга и сказала, что бабушка ушла от нас. Вот. И как-то столько совпадений, нам все помогало. Вот то, что касается дождя, у нас был запланирован 25 съемочных дней, но мы справились за 21 день. И дождя не было никогда. Вот только в один момент, когда мы снимали проводы, нам как-то вот дождь какой-то, я не знаю, это знак, не знаю, как к этому относиться, я до сих пор понять пока не могу. Но что-то нам помогало, что-то нас всегда вело. Но я не могу вот так однозначно говорить, но, наверное, возможно, что это так. Фильм для нас очень дорог, мы как-то вложили в него всю душу, все наше. Хотели... Эта тема немножко она сегодня сейчас наболевшая, как-то по телевизору показывают, что много террористов. Говорят, что очень много, вот как-то ислам и террор, они как-то почему-то рядом стали эти слова.
находиться. И мы для себя решили, что на эту тему как-то надо высказаться, надо объяснить, что совсем все по-другому происходит. Но я не буду больше затягивать. Приятного вам просмотра. Надеюсь, что вам фильм понравится. Спасибо.